Доброе утро, уважаемые телезрители. Рубрика «Звездный гость». Я Дмитрий Пивоваров. Вновь рада приветствовать вас в это январское утро. Но мы сегодня говорим о сладостях, о вкусностях, потому что сегодня Международный день эскимо. Когда-то очаровательный Виен в исполнении Жюльетт Бинош варила шоколад в одноименном фильме Лассе Халльстрема. Маркиза де Плесси-Бельер подчивала горячим какао своих жителей. В маленьком французском городке в фильме «Очаровательная Анжелика», а Чарли вовсе купался в шоколадной реке. О том, что такое шоколад, вкусности и сладости, нам сегодня расскажет и наша очаровательная гостья, Этуаль Казанского балета Кристина Андреева. Кристина, доброе утро. Доброе утро. Ну, я, конечно, понимаю, что это есть и провокация определенная в этом. Как много и часто ты ешь сладости и шоколад? Ну, в принципе, сладкое, конечно, я очень люблю, как и любая девушка, но шоколад достаточно редко кушаю. Не знаю, нет у меня какой-то к нему тяги особой. В основном стараюсь всегда с гастролей какие-то вкусности, сладости привозить для своих родных и близких, для друзей. Ну вот сейчас у вас продолжается гастроль в Голландии, там чуть рядом, в 2 часах езды, Бельгия. Еще дальше Франция. Это, как известно, Да, кстати, родина. один бельгийский шоколад один просто из самых любимых. Да, но это вообще да. признанный шоколад в Европе. А вообще ваши коллеги часто едят шоколад? Потому что говорят, что это стимулирует работу сердца, мозга, то есть как бы он Ну, необходим. В принципе, да, горький шоколад. Иногда это полезно. И даже педагоги иногда, бывает, нас балуют, может принести на репетицию или там перед спектаклем шоколадку. Голландский блок включает в себя Ромео и Джульетта, Лебединое озеро, в большей степени Ромео и Джульетта. Да, в этом году очень много спектаклей. Почему такой вот выбор пал, на твой взгляд? Голландцы очень внимательно смотрят спектакли, хотя очень странно порой принимают именно балет «Ромео и Джульетта». Странная реакция порой бывает в сцене, где как раз-таки Джульетта просыпается и Ромео умирает. Бывает даже иногда какой-то смех или что-то. Не знаю, с чем это связано на самом деле. Для нас это огромное удивление. Либо, возможно, они не знают произведения. Ну, для нас это немножко даже где-то был какой-то шок. То есть мы каждый раз после спектакля гадаем, почему такая реакция. Но вообще Очень в Эйндховене интересно. я видел, как в холле за 5 евро умный дядя голландец рассказывает посетителям историю создания балета. Он рассказывает о Прокофьеве, о Сталине. Ну, То есть, очевидно, они может не быть, это знают. к лучшему и хорошо, да, скорее всего. Хотя, мне кажется, «Ромео и Джульетта» такое произведение, ну, на слуху у каждого. Но публика в основном, конечно, очень много молодых ходит на этот спектакль. И что мы заметили, сейчас в последнее время очень много русских приходит. Вот последний спектакль у меня был буквально несколько дней назад. Я танцевала, пришло где-то, наверное, 18 человек русских. Принесли букет цветов, это было, конечно, очень приятно. И такая поддержка была очень теплая, атмосфера, это было здорово. 25 лет исполнилось с того это уже момента. срок, Это мне срок, кажется, когда да, именно с очень голландцами большой. такой вот альянс. И это существует. здорово, что они приглашают, каждый год нас и ждут. Значит, уровень нашей труппы, он доказывает, что он высокий. И, безусловно, для нас это очень приятно и такая планка для нашего театра. А что вообще вот хочется привезти еще в Европу? То есть я Какие понимаю, спектакли? я понимаю, что «Щелкунчик», «Лебединый», «Спящий» — это уже как хлеб с маслом каждое утро. Да, иногда даже немножко, я устаю уже от этих спектаклей. Не знаю, мне кажется, что в Голландии очень бы хорошо приняли спектакль «Дон Кихот». Потому что он тоже такой очень задорный, веселый, интересный. Но пока вот больше как-то не любят трагедии. Я знаю, что совсем скоро уже начнется работа над балетом «Бейдерка». Будут новые костюмы, сценография, то есть все будет абсолютно новое. Может быть, где-то даже хореография немножко изменится. Там есть тоже 2 мощных женских образа, это Ники и Гамзатти. Вот кто сразу к тебе придет первый, Ники или Гамзатти? Я думаю, что, скорее всего, Ники я буду танцевать, да. Хотя Гамзатти тоже, я думаю, уже сейчас мне близка. Да? Да, по внутреннему где-то миру я смогла. Что самое интересное вот именно в «Бейдерке»? Потому что ее любят действительно от мала до велика, потому что она очень потрясающая разложена музыка, хорошо. конечно. Третий акт «Теней». Это, мне кажется, вообще что-то нереальное. Я
даже когда в зале смотрю, у меня всегда дрожь по телу, потому что мурашки, действительно, это очень здорово, что ты переносишься куда-то вообще в иной мир. Сейчас в труппе у тебя новый партнер вот появился, бразилец, Да, Вагнер Вагнер. Карвальо, и в «Эсмеральде» вы очень хорошо смотритесь. Вот как достичь вот этого самого замечательного гармонического альянса? Я вообще очень, могу сказать, восхищаюсь своим партнером Вагнером, потому что он действительно удивительный. Он какой-то непосредственный, и он такой естественный, и с ним очень легко работать. Он, конечно, старается, где-то в силу там, у него не хватает еще опыта в каких-то партнерских поддержках, чем-то, но он очень внимательный. Он очень с уважением относится, всегда переживает, а дуэты, действительно, с ним просто вот танцевать одно удовольствие, потому что это у нас такое взаимопонимание с ним, вот просто глаза в глаза. Мне очень импонирует он, и я надеюсь, что у нас получится станцевать, возможно, Ромео и Джульетту вместе, потому что мне кажется, что это будет очень хороший спектакль и дуэт. Отлично, спасибо тебе за ранний визит, желаю успешных гастролей. Спасибо. И побольше шоколада. Спасибо, Кристина. Уважаемые телезрители, туаль казанского балета «Очаровательная Кристина Андреева» сегодня побывала у нас в Международный день эскимо. Желаю вам побольше сладостей и хорошего настроения.